пожар. Громкий треск и зарево от пламени на все село. Это горят старые балки и лопается шифер. О том, что вспыхнул соседский дом, люди поняли не сразу. Думали салют на Ураза-Байрам. Только удивлялись, почему так поздно. Я устала, спала, смотрю, сын прибежал, у меня окно открыто. Мам, вы что, говорит, сзади, говорит, дом горит, а вы спите. Я говорю, как это? Через каких-то минут, смотрю, она прибежала вся черная. Жилище Меджидовых загорелось около 2 часов ночи. Это старый татарский дом. Здесь видна дореволюционная кладка, а стены традиционно из глины с примесью соломы. Так раньше утепляли. Постройка раритетная и даже уникальная, 1917 года. Горелые доски, покосившиеся балки, а крыши и вовсе нет. А вон там, между прочим, была детская. Здесь зал, а вот это спальня. А вот та самая стиральная машинка. Короткое замыкание старой проводки. Дом вспыхнул моментально. Дом сгорел за считанные минуты. Ночью работала стиральная машина. Предположительно, она стала причиной возгорания. 5 минут и все. Хорошо успели выскочить. А так вовремя. Заде проснулась первая. Дом был уже в дыму. Ванная комната полыхала. Разбудила мужа, скорее побежала в детскую. Выбили окна и стали выбираться. Говорит, младшие так и не поняли, что произошло. Вот из вещей у меня осталось только то, что вот как выскочили, то, что было на мне. Все, больше такого. Остальное все сгорело. Машинка сгорела, детские вещи все сгорели, игрушки, компьютер, телефоны, все осталось, документы, книги. Где-то я слышала, что даже деньги сгорели. В последней комнате были, все в полке вместе с документами лежали. Семья осталась на улице, пока ночуют у соседей. Нет даже документов. В пакет собрали все обгорелые бумаги. Можно различить на обрывках свидетельства, справки. Местная администрация помогает восстановить паспорт и оформить по закону земельный участок. Дом стоял собственность у людей, но земельный участок не был оформлен. Там 11 соток, и мы сейчас будем думать, находить пути решения вопроса, да, чтобы именно земельный участок был выделен им. Паспорт, свидетельство о рождении, попытаемся быстрыми темпами все восстановить. Потому что, я думаю, людям надо помочь. Пока делаются документы, погорельцы ищут средства. До зимы нужно построить новый дом. Ведь в семье 3 детей. Младшему всего 2 года. Много детей остались без крова. Вот посмотрите, что это. Это все надо сносить, строить дом. Думаю, чтобы зимой мы были в тепле, как бы не остались без крыши. Так как тяжело, как бы. Идти нам некуда. В один миг можно лишиться всего. Такая беда может случиться с каждым. Сейчас семье крайне необходима финансовая помощь и стройматериалы. Желающие оказать помощь могут связаться по телефону или перечислить финансовые средства на счет карты банка РНКБ. Арзы Хасьянова, Дмитрий Низовой, телеканал Милет.